Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Привет! И сегодня у нас в гостях Настя и Илья, призеры чемпионата по бодибилдингу и фитнесу. До того, как участвовать в нашем чемпионате, который проходил у нас в городе Якутске, вы уже успели съездить на чемпионат по Дальнему Востоку. Ну, впечатлений, масса. Уровень очень поразил. Уровень организации соревнований. Хабаровск вообще это было круто. Платинум-арена, самая крупная площадка города. Там был холодный пол. Там было холодно. И нас гримировали на нем. Под софитами грелись. Не, на самом деле уровень чемпионата сделан по райдеру чемпионата России. Настя стала третьей по женщинам, третьей в юниорках. Я стал первый в категории в категории 178+, по росту. У нас федерация бодибилдинга, и мы тоже проводим свой чемпионат. И вот у нас недавно прошел совсем, где вы тоже заняли призовые места. У вас неделя была. Всего неделя была, чтобы подготовиться. Неделя была тяжелая у меня, потому что я уже хотела поесть чего-нибудь вкусного и ждала этих соревнований, чтобы уже наконец-таки поесть. Лично я за себя говорю, я немножко поел, грубо говоря, залило, а потом ты понимаешь, что у тебя еще один турнир, и тебе опять надо держать это все. И удержать еще мышечную массу при этом, это нереально тяжело. Давайте поговорим о ваших дисциплинах, в которых вы выступаете. То есть это ведь не классический бодибилдинг, и режим тренировок, режим питания немножко отличаются. Настя? Я вопрос не слышала. Я просто улыбалась. Фитнес-бикини и бодибилдинг становятся все популярнее в нашем городе. Но немногие знают, в чем соревновательный момент этого спорта. Попробуем выяснить, насколько легко накачать красивое тело, а главное, насколько сложно представить его в выгодном свете на соревнованиях. Открытый кубок по бодибилдингу и фитнесу собрал почти 50 атлетов. Каждый участник упорно готовился, ведь только специальные тренировки и строгие диеты позволят достичь соревновательного уровня. Люди готовятся, кто-то полгода, кто-то год. Дальше показать максимальную свою мускулистость. Подготовка длилась полгода, сложно соблюдать дисциплину, есть в таких больших пропорциях. Я чувствовала себя слоником, потому что, мне кажется, не каждый мужчина столько ел, сколько приходилось мне. По мне, соревнования начинаются на уровне подготовки. Вот там идут соревнования. А здесь мы уже показываем, наверное, конечный результат. Ты вышел и показываешь плоды своего труда. Несмотря на то, что у тебя диета, у тебя нету воды в организме и так далее. Очень много таких тяжелых факторов, но ты должен выйти и показать людям, судьям, что ты кайфуешь на сцене. Важно, что предъявлены требования не только к телосложению, но и к внешнему виду. Например, туфли и купальники девушек в номинации «Фитнес-бикини». Требования – это купальник, специальный купальник фитнес-бикини, даже туфли специальные для фитнес-бикини. Все должно быть прикрыто. И обязательно грим. Девушка должна быть, в принципе, красивая, как внешне, так фигуры, так и полностью макияж, купальник. Все должно быть идеально. Когда вы приедете домой после соревнований, что из вкусняшек вы в первую очередь себе позволите? Дома меня ждет молоко, бананы, геркулес, шоколадка, мороженое, сгущеночка. Из вкусняшек я съем шоколадный торт, Пару-тройку роллов. капучино, может быть пицца и так далее. В каждой из категорий определен свой регламент выступления, количество и вид стоек для позирования, которые дают полное представление об атлете. Судьи оценивали участников на протяжении 3 часов. Главным гостем соревнований стал Виталий Фатеев, призер международных турниров, абсолютный чемпион конкурса бодибилдинга «Арнольд Классик». Для того, чтобы правильно позировать, необходим определенный опыт, но есть стандарты, есть 7 обязательных поз, в которых судьи оценивают спортсмена, оценивают его баланс строения, пропорцию и относительно и с конкурентов, которые стоят рядом.
Как вот с такими огромными пропорциями он вообще живет среди маленьких людей? Есть ли какие-то сложности? На самом деле сложностей никаких нет. Я вижу, это, наоборот, привлекает людей, выглядит гораздо красивее, чем если что-то лишнее есть на талии, если это будет в форме там, мышц рук, ног. Занимаюсь этим с удовольствием и планирую заниматься, сколько мне даст мой потенциал. Бодибилдинг – это общая симметрия, пропорция, качество мышц и даже генетика. Мнение зрителей иногда может расходиться с мнением судейским, но тем не менее судейское мнение, оно более компетентно, я так считаю. Абсолютными чемпионами открытого Кубка стали в номинации бодибилдинг Виктор Нифонов, в пляжном бодибилдинге Илья Кузнецов, в номинации фитнес-бикини Ирина Даниленко. Я всегда увлекалась спортом, и в последние годы пришла в тренажерный зал и начала потихоньку, и меня это затянуло. Как вы считаете, почему парни больше любят делать жим, а девушки все-таки присед? Парням нужна грудь, видимо, а девушкам нужна попа. Занятия бодибилдинга, вот помимо красивого тела, что еще дают? Дисциплину, наверное. Характер закаляет. Ты не позволяешь себе, допустим, гулять допоздна, не спать по ночам, есть что попало. Здесь все строго. Без этого спорта я свою жизнь не представляю в общем. Ты растешь, ты становишься увереннее в себе. Если ты сможешь чего-то добиться в спорте, значит ты сможешь чего-то добиться в жизни. Что касается и Men's Physique, да, пляжного бодибилдинга, почему ввели эту категорию? Она вообще давно существует за рубежом. И ввели ее в ФБФР, Федерацию бодибилдинга России. Для того, чтобы обычные парни, работающие в офисе, не профессиональный спортсмен, могли выступать, показать эстетику, показать там хорошие руки, не перекачанные, а просто эстетические. Просто руки. Это красиво, это смотрибельно и это доступно. Вы создали для себя прекрасные тела. Как вы, кроме бодибилдинга, в спорте, как вы себя еще реализуете? Я люблю скалолазание и альпинизм. И вот тут мне это пригодилось. В жизни как это пригодилось? Не в жизни, а вот в спорте. Может быть, помимо бодибилдинга какие-то еще виды спорта? Вольная борьба? Нет. Почему? Почему? Занятие спортом всегда неразрывно связано с правильным питанием. Мы решили узнать, какие любимые блюда наших горожан и занимаются ли они спортом. Да? Каким? Баскетбол. Футболом. Бегаю. Смешанное единоборство. Какие ваши навыки и способности стали лучше благодаря этому спорту? Рефлексы, реакция, быстрота, скорость. Выносливость, скорость. Способность. Тактика. Да, одышка исчезла и по ночам одному чуть-чуть спокойно стало ходить. Какая, по вашему мнению, самая полезная кухня мира? Мне кажется, японская. Да? Русская. Японская. Русская. Наверное, японская. Азиатская, наверное. Они же вообще там траву одну едят, можно сказать. В Азии все долгожители, так что тут ясно. Не знаю. Мамина. Мамина. Я считаю якутской, если честно. Вот тогда, в те времена, якуты сами питались просто плотной едой. Наверное, европейская, там очень много всяких салатиков, всего такого. Японская, не знаю, там где меньше жирного, больше овощей и рыбы. Какое самое любимое блюдо у вас? Борщ. Я люблю суши. Суп с потрохами. Суши. Я ролл там. Я люблю грибной крем-суп. Тонкат. Котлеты. А на гарнир? Макароны. Блины. Пельмени. А ваша любимая кухня? Все-таки русская у меня любимая кухня. Итак, как показал опрос, большинство людей любят русскую и японскую кухню, так как они считают ее наиболее полезной. А для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме, большинство из запрошенных все-таки занимаются спортом. И это классно. Давайте поговорим сейчас о питании. Это сложный вопрос сейчас, после периода вот этой сушки. Так наоборот же сейчас грудку, мы варили только грудку и жрали ее. Я люблю индейку, я люблю рыбные пироги, чтобы тесто было бездрожжевое, овощное рагу. Ой, есть захотела. Мелко порубленная курица. Вот оно. У меня невеста очень хорошо готовит всякие штуки. А ты сам готовишь? Я нет. Что ты делаешь вообще? Самое любимое блюдо? Лагман. А я курник люблю. Домашний, мама делает у меня шикарно. Неплохо, ребята.
После хорошей тренировки особенно важно хорошо поесть. Поэтому сегодня мы в гостях у шеф-повара Ильи Орлова. Здравствуйте. Сегодня мы готовим салат с гребешками и хачапури по-аджарски с домашним сыром. Мы начнем с салата. Для него нам понадобится буквально грамм 70 гребешка, 2 листа салата, маленький пучок рукколы, 1 редиска, грамм по 30 моркови, свеклы и корня сельдерея. Чуть-чуть сухариков, чтобы добавить хруста. Я тут немножко подготовился, нарезал уже, как видите, тонкой соломкой сельдерей, морковь и свеклу. Мы ее сейчас положим в водичку со льдом. В холодной воде она становится такая, как соломка. Мы начнем с салата. Важно рвать салат. Нельзя его резать ножом, так как салат окисляется, пропадают все необходимые организму микроэлементы и витамины. Замешиваем сюда рукколу. У нас есть замечательная заправка. Ну, заправку сразу сказано, здесь оливковое масло. Оливковое масло, соевый соус. Аккуратно его перемешиваем. Салат с гребешком еще чем хорош, это с одной стороны овощи, а с другой стороны гребешок добавляет белка. То есть вот этот салат идеально подходит, в том, что он не калорийный. Итак, мы, значит, разогрели плиту, ставим сюда обычную сковороду, выкладываем гребешок. Вот это да. Вот это вот прям реально по-домашнему выглядит. Мы в процессе жарки не добавляем туда ничего. Мы сейчас добавим немножечко соли, нам понадобится. Добавим чуть-чуть белого вина. Аромат сразу пошел. Блюдо для сервировки такое интересное, керамическое. Внешний вид блюда – это 50% успеха. И вот такая у меня еще тут маленькая заготовочка, так называемая земля из маслин. У всех, я думаю, сейчас есть дома ручные блендеры, которые можно запихать в банку, перебить и в духовке подсушить. Ну что ж, вот и наше блюдо готово. Прекрасный салат. С одной стороны, высокая благородная кухня, с другой стороны, моментально готовится. Его можно легко и просто сделать дома. И последний штрих. Немножко углеводиков добавить. Ну что ж, переходим ко второму блюду. Это хачапури по-аджарски. Если честно, это одно из, пожалуй, моих любимых блюд вообще на свете. Поэтому, когда ты сказал, что будем готовить хачапури по-аджарски, используются 2 вида сыра всегда. Это соленый сулугуни и пресный творожный эмеретинский. 150 грамм сыра. Но мы пошли немножко дальше. Мы начали делать сыр прямо в ресторане. 150 грамм дрожжевого теста на молоке. Мука, конечно, без муки никак. Яичко. Мы сделаем лизон еще из сметаны и желтка, чтобы придать красивый цвет нашему хачапурику. Сыр – это у нас белок, немножко мучного, немножко теста, углеводики. Прекрасный рецепт перед тренировкой. Часа за 3 скушать хачапури по-аджарски, и это даст вам силу, энергии, и при этом будет белок, сможете хорошо восстановиться. Берем тесто. Сначала немного его вытягиваем в длину. Должна получиться такая продолговатая лепешка. Овал, да, должен получиться. Самое важное не перемесить тесто. Так, где-то возьмем половину вот этого сыра. Сыра должно быть ровно столько же, сколько теста. Интересно, что хачапури бывают абсолютно разных видов. Слои теста перемежаются с сыром. В нашем случае лодочка. Стали делать уже со шпинатом, со сыром, со сливками. Разные. Наверное, сниму перчатки, чтобы чувствовать тесто. Такая лодочка-байдарка получается. Если удобно, то да. В обратную сторону. Так, кладем шашок, чтобы опять-таки не забываем, чтобы все было эстетично. Да. Сначала сделаем лизончик. Понадобится желток 1 и сметана 1 к 1. Чуть-чуть подпекаем, и уже 2 минутами позже мы добавляем туда яйцо. Хватит обычной печи, обычной духовки, градусов 180 вполне достаточно. От 7 до 10 минут у нас займет выпекание. Яичко тоже должно быть не совсем зажаренное, как яичница, там глазунья, а чуть-чуть сыроватое, чтобы мы могли перемешать с сыром, отламывать ножку, макать и кушать. Последний штрих к хачапури. Мы добавляем сливочное масло. Вот оно.
Вообще похоже на солнце. Солнце у вас на тарелке, в данном случае на доске. Ну что ж, надеемся, что вы попробуете эти рецепты у себя дома. Отписывайтесь у нас в комментариях о результатах, что у вас получилось. И, может быть, идеи, какие еще рецепты вы хотели бы узнать у Ильи. На этом наш сюжет заканчивается. Спасибо огромное, что пригласил нас. Спасибо вам. Спасибо. Давайте поговорим, может быть, о музыке, кино, книгах в целом. Я прочитала «Доктор Живаго» Борис Пастернак. Вообще люблю читать. Вообще ненавижу читать. Честно, со школы не читал. Чисто в зал ходишь, ничего не делаешь больше. И ешь. Ешь, много ешь. У меня работа такая. Мой любимый фильм – это «Темный рыцарь», «Бэтмен». Фильмы очень редко удается там выйти куда-то посмотреть. Что ты слушаешь? Шарль Азнавур, классическую музыку почему-то иногда ставлю в машине, слушаю. Поймает мозг, и начинается в этом какая-то работа. Что дальше? А что они еще там могут? Где-то там еще какой-то у них альбом был. У Баха там был хороший альбом. Да, да. Ну и как-то, а что там еще он написал там? Ну вот как-то так. Тихо. У Баха реально хороший альбом. 1268 год. Грэмми взял, да? Грэмми, нормально. По чё ты качаешься? Расскажи людям. LJ. Бошки дымятся, подружки скучают. Ты вот под это качаешься, да? Вообще. Офигеть. Тема. Как можно человека смотивировать, чтобы он впервые пошел в зал, начал заниматься спортом, начал нормально питаться и вообще встал на путь исправления? Давай ты первый. Я надолго. С газеткой еще. Я надолго. Сейчас вообще культ тела, мне кажется, такой. Люди должны следить за собой. Внутренний мир должен быть богатый, и внешний ты должен быть в порядке. Если внутреннего нету, пусть хотя бы внешне будет нормальный. Становитесь счастливее, весна, любовь. Выходите из зоны комфорта. Кайф, да. Так плюс и минус сразу. Весна, кайф, выходите из зоны комфорта. Вам будет больно. Вам будет очень больно, я вам это гарантирую. У нас сегодня в гостях были два замечательных спортсмена, Илья и Анастасия. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Нет, так. Мы делаем у нас... Так тоже можно, вот девочек вот так. Встретимся с вами ровно через неделю. С вами была программа «Пропеллер». Анастасия, Илья. Всем пока. Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.